Привет подписчикам, жевжикам, ну и вафли-комментерам. Ну что, давайте дальше историю про срулей. О, будем нас говорить срулей, да. Историю про срулей будем рассказывать. Да. Однажды я с своим напарником было что, приехали тоже, вызвали нас по адресу, говорит, так и так, нужно приехать, нам москитные сетки, кажется, было повесить, да, москитные сетки. Приехали с напарником, это как в анекдоте, он слева, я справа, заходим в берлогу, так и здесь. Виталя справа, я слева, заходим в квартиру, двери открываются, тоже лето было, жарко было, блядь. А оттуда такой запах, как уебал голову. Я нос прикрыл, чтобы через нос не дышать. Этот запах у меня полез, блядь, через уши, через рот, через жопу, нахуй. И он лезет, аж до мозгов долез. Представляете, этот запах такой. Реально, у меня даже слезы потекли от этого запаха. То есть мы зашли, сразу открыли форточки, были закрыты. Пооткрывали форточки, все пооткрывали, стало более-менее... Воздух пошел свежий, стало более-менее хотя бы дышать, глаза перестало резать. Думаем, надо же глянуть, что так воняет, блядь, в этой, сука, вонючей квартире. Кажется, и люди на вид, ну, не засранные, там, не обосранные, не грязные, культурные люди, как бы все оказалось. Ой, они к этому запаху уже привыкли. У них кто-то ходил в подгузники, чтобы не покупать подгузники взрослые. Они их стирали и на кухне вешали сушить. Вы представляете, постирать говно, блядь, насраный подгузник, да? И его потом постирать и повесить сушить. Это было просто пиздец. Мы с моим коллегой чуть там со смеху, не со смеху, а чуть не попадали, блядь, от слез и от вони. Но... бывает и такое, вот видите, то есть люди бывают разные. В целях экономии решили делать так. Все позакрыто было. И вот такой, и даже такая ситуация у нас бывает, да? Так что, люди, удивлять тут меня ничего не надо чем-то. Это ж зависит не от мастера, это зависит от самих людей. Если он сруль там или засраж, или еще что-то, это от человека зависит, а не от мастера. Так что как-то так, ребята, комментим, подписываем, ставим лайки.